Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В центре столицы республики 10-летний школьник попал под колеса сразу двух автомашин. ДТП произошло накануне в обед на перекрестке улиц Дзержинского и Некрасова. 10-летний велосипедист, не спешившись, переезжал дорогу в неустановленном для перехода месте. Сначала он ударился об РАВ-4 под управлением водителя 1968 года рождения, а затем, отлетев, попал под колеса другой иномарки Toyota Chaser под управлением водителя 50-го года рождения. Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом руки. Возбуждено административное расследование. Между тем, по состоянию на 15 мая на дорогах республики зарегистрировано 29 ДТП с участием детей и подростков, в которых 33 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В целях профилактики накануне и в дни летних каникул госавтоинспекция совместно с органами образования традиционно проводит первый этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Накануне лета, когда у детей будет больше свободного времени, есть необходимость повторить с ними основные правила и дорожного движения, напомнить о правилах поведения на проезжей части и вблизи нее, предостеречь от возможных ошибок в процессе участия в дорожном движении во время игр и прогулок. Очередной случай мошенничества, на этот раз в столице республики. Женщину обманули, когда она хотела получить кредит. Потерпевшая пояснила, что в конце 2018 года оставила заявку на получение кредита на одном из интернет-сайтов. В апреле текущего года ей поступил звонок от неизвестного абонента. Звонивший представился сотрудником коммерческого банка и сообщил ей, что она может оформить кредит на сумму 150 тысяч рублей. Женщина согласилась, после чего стороны обговорили условия предоставления займа. Звонивший пояснил, что необходимо оплатить страховой взнос и активировать счет, куда придут деньги, и назвал реквизиты для перечисления. Женщина перевела 31 500 рублей. После получения денег мошенники перестали выходить на связь. По данному факту проводится проверка. В Аймяконском районе возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что 55-летний руководитель одной из бюджетных организаций трудоустроил мужчину. Причем зарплату забирал себе, а работнику начислялся трудовой стаж. Конечно, по должности никто не работал. Таким образом, из бюджета республики было похищено 630 тысяч рублей. А в Нерюнгри будут судить директора строительной фирмы, который не платил зарплату своим работникам. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки соблюдения требований трудового законодательства, проведенной прокуратурой города Нерюнгри. Так, по версии следствия, обвиняемый, являясь единственным учредителем и директором строительной фирмы, занимавшейся строительством жилых домов в микрорайоне Сосновый города Нерюнгри, располагая необходимыми денежными средствами для выплаты заработной платы работникам организации, в течение длительного периода времени полностью не выплачивал заработную плату 14 своим работникам. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В Момском районе оштрафовали жительницу, которая, напившись, оскорбляла полицейского. В этом году во время новогодних праздников 34-летнюю женщину привели на станцию скорой помощи для прохождения теста на опьянение. Не желая этого делать, подсудимая в присутствии посторонних лиц с использованием ненормативной лексики оскорбила сотрудника полиции. По результатам рассмотрения суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. А мы переходим к федеральной повестке. Выпившие граждане оскорбляют и нападают на полицейских не только в Якутии. Зачем руку надел? Нельзя разбить. За что? Слушай, он на меня камеру подняла. Слушай, потому что вы себя неадекватно ведете. Она на меня подняла. Вы неадекватно себя ведете. Да успокойся, Ара. Ты можешь себя спокойно вести? Да успокойся. Помощь нужна? Не. Помощь нужна? В Новосибирске мужчина подозревается в нарушении общественного порядка на борту самолета и оскорблении полицейского в аэропорту. 14 мая подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, следовавшего сообщением Новосибирск-Москва, который стоял на стояночном месте в аэропорту Толмачева, грубо нарушил общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения.
Экипаж самолета пытался пресечь действия подозреваемого, но не реагируя на их замечания, мужчина нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику. Экипаж вызвал сотрудника полиции. При попытке доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении, он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника полиции. Сразу 2 уголовных дела соединены в одно производство и расследуются Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета России. На этом пока все. Берегите себя.